Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. Бывшего руководителя аэропорта Якутск все-таки признали виновным в получении взятки в 27 миллионов рублей. Следствие располагает выпиской со счетов, на которые были перечислены деньги для Николая Местникова, а также данными о датах и времени снятия денег с карты. Кроме того, на банковских картах установлены ДНК подсудимого. Сам Николай Местников своей вины не признал. По его словам, он решал бытовые вопросы работников, а также направлял деньги на благотворительность. Однако суд все же приговорил Николая Местникова к 9 годам колонии строгого режима и 10 миллионам рублей штрафа. Конфискованные во время следствия половину здания, половину земельного участка, наручные часы, сертифицированный бриллиант, а также деньги в национальной и иностранной валюте суд постановил оставить под арестом. Впрочем, Николай Местников еще может обжаловать приговор в течение 10 дней. Якутским городским судом подсудимый признан виновным в совершении 3 эпизодов коммерческого подкупа, а также 2 эпизодов получения взятки. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 10 миллионов рублей, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанными с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Еще один приговор по резонансному делу вынес на днях Якутский городской суд. Речь идет об учителе одной из школ города, совершившему 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности школьницы. Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступление в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, а также в собственной машине и квартире. Как установили следователи, на момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет. Преступления были пресечены родителями девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Он был задержан и позже заключен под стражу. Сразу после возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из образовательного учреждения. Свою вину в совершенных преступных деяниях обвиняемый не признал. Приговором суда бывшему педагогу-педофилу назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 20 лет. Сотрудниками Республиканского управления Федеральной службы безопасности России изъято природное золото стоимостью около 15 миллионов рублей. Драгоценный металл обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге Лена. В автомобиле, которым управлял выходец из Республики Ингушетия 1972 года рождения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся следственные действия. Территорию экопарка «Лебединое озеро» в Якутске начали патрулировать добровольцы. Дежурство будут нести дружинники добровольной народной дружины «Университет». Такое решение было принято окружной администрацией Якутска после инцидента, который произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда группа хулиганов устроила акт вандализма в экопарке «Лебединое озеро», повредив строение и забросав камнями птиц. Руководитель добровольной народной дружины «Университет» Михаил Тутукаров сообщил, что ежедневно территорию вокруг озера в вечернее время будут патрулировать не меньше 3 бойцов. В Севастополе трагически погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Спортсменки утонули во время шторма в одной из бухт города. По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море в волну. Вторая девушка бросилась ее спасать, сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый. 3 августа в Севастополе завершились сборы команды, а 4 августа вечером должна была вылететь оставшаяся группа спортсменок. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии. В результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли 7 человек. Авария произошла на 405-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском районе. Столкнулись микроавтобус «Мерседес Вита» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер». 19 человек погибли при взрыве в центральном Каире. Десятки получили ранения. Подробности далее.
По меньшей мере 19 человек погибли и 30 пострадали при взрыве в центре Каира. Такие данные привело утром в понедельник Министерство здравоохранения Египта. В полиции сообщили, что автомобиль, двигавшийся по оживленной трассе вдоль Нила, выехал на встречную полосу и столкнулся с 3 другими машинами. После этого произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Была эвакуирована часть Национального института рака, рядом с которым произошел инцидент. Источники агентства Reuters сообщили, что прокуратура начала расследование. Власти пока не заявляли, считают ли они случившееся терактом. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.